Наконец-то из метро вышли. Осталось идти недалеко, надеюсь, не опоздаем. Пап, столько народу! Они все в новую мечеть идут! Сегодня ее только начинают строить. А зачем? В Казани и так уже 84 штуки. Это в честь тысячелетия принятия ислама Волжской Булгарией. Да, в Казани много мечетей, но среди них нет соборной. А она должна быть в каждом городе, чтобы как можно больше мусульман могли молиться вместе. Понимаешь, сынок? Пап, смотри, какой красивой она будет. Не то слово, сынок. На праздники будем сюда ходить. Эта мечеть посвящается 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии? А как здесь появилась самая первая соборная мечеть? С ее постройкой связано целое сказание. Давным-давно... Хазары! Хазары! Великий Алмуж! На нас снова напали хазары! Они уничтожили все и забрали пленников, в том числе и вашу дочь Айбике. Как они посмели! Совсем ничего не боятся! Мы бросим им вызов! Прости, великий Алмуж. Мы не сможем дать хазарам бой. Мы погибнем и потеряем наше царство! Успокойся, а то хуже будет. Сейчас уже должен прийти Каган Хазар. Почему ты в слезах, Айбике? Ты теперь моя. Будешь жить в роскоши, будешь мной любима и родишь мне детей. Лучше я умру! Что мне делать? Нужно отправиться в Багдад, просить помощи у правителя правоверных, багдадского халифа Аль-Муктадира. Пусть едет Абдаллах ибн Башту по прозвищу Хазарин. Посольство из земель Булгара год добиралось до Багдада. Ассаламу алейкум, Абдаллах ибн Башту. Что привело вас в Багдад? Дорогой Тигин и Борис, мы прибыли издалека за помощью. Нам нужно поговорить с халифом, чтобы он помог нам в борьбе с хазарами. Встречу с халифом организовать будет сложно. Сначала вам нужно будет пообщаться с визирем Хамидом ибн Аль-Аббасом и хранителем покоев Назиром Аль-Харами. Ассаламу алейкум, Абдаллах ибн Башту. Встреча с визирем и хранителем назначена. Дорогие друзья, братья, рад вас видеть. Что привело вас в Багдад? Мы пришли просить покровительства у повелителя правоверных. Наши враги хазары совсем не дают нам жить, и мы надеялись, что вы, наши братья-мусульмане, поможете нам справиться с ними. Это не так сложно, но поможет укрепить наши позиции на севере. Да, конечно, мы вам поможем. О повелитель правоверных, мы пришли из Булгара просить у тебя помощи. Нам нужны лекарства и учителя, которые научат нас исламу. Конечно, я с радостью помогу братьям-единоверцам. Приказываю снарядить караван во главе с Сусаном ар-Раси, а секретарем выступит Ибн Фадлан. А как вы доберетесь домой? Первый путь быстрее, но он проходит через земли хазар, а второй путь дольше, но на этих землях спокойнее. А почему вы не можете пройти по землям хазар? Купцы часто ездят через их земли и вполне успешно. Наш правитель Алмуж не может освободиться от гнета хазарского каганата. Это жестокие люди. Они совершают набеги и никого не щадят. Они даже забрали в плен дочь нашего повелителя Айбике. Там, в гареме, она и умерла.
Их империя простирается от границ Киева и до степей агузов. Столица Хазарской империи – огромный город на реке Итиль. Город Итиль разделен на две части. В одной отдельно от всех живут мусульмане, а во второй живут обычные люди, а также царь со своими приближенными. Титул царя Хазар – Хакан Великий. Его заместитель – Хакан Бек. Он командует войском Хазар. На самом деле именно они правят империей и исповедуют иудаизм. Тогда именем Аллаха, бисмилlah, отправляемся в путь. Мы год провели в Аль-Джурджани, ждали денег от продажи поместья опального визиря. Увы, мы так их и не получили. Не все сопровождавшие меня спутники, включая наставников в религии, решились продолжить с нами путь. В пути мы впервые увидели, как замерзла река. Бороды людей покрывались льдом. При переправе через реку Яик множество людей утонуло из-за того, что перевернулись бурдюки. Чуть было не попали в плен к агузам. Те могли бы нас убить, ограбить или того хуже, отдать хазарам. Но с ними удалось договориться. Мы рады приветствовать вас на земле болгар. Осталось совсем немного, достав и нашего правителя. Мы проводим вас. По вкусу это похоже на гранат имлиси, но меньше и вкуснее. И растут поштучно. Никогда такого не видел. У них яблоки зеленого цвета и с еще большей кислинкой. А орехов здесь не счесть. Мне объяснили, что это единороги, очень редкие и опасные существа. В лесу я сел на бревно передохнуть, а оно оказалось огромным змеем, хранителем этих земель. Он не навредил мне, а только скрылся среди деревьев. Здесь каждую ночь в небе сражаются верные и неверные джинны. Слава Аллаху, пока побеждают верные. Здесь очень короткие ночи. Мы читаем ночной азан вместе с молитвой при заходе солнца. Таким образом, они казнят убийц, закрывают несчастного в гробу и подвешивают между деревьев. И более никогда не открывают. Ужасная смерть. Здесь мужчины и женщины купаются вместе. Дикость, хотя они и не совершают прелюбодеяния. Его посчитали слишком хорошим для этого мира, поэтому хотят отправить его обратно к господину. Это мне тоже сложно понять. Здесь, где есть правоверные мусульмане, это племя Баранжар, была построена мечеть из дерева, чтобы они молились в ней. Я научил одного из них сурам «Хвала Аллаху» и «Скажи, что Аллах един». Также я видел русов, когда они прибыли по своим торговым делам и расположились на реке Итиль. Я не видел людей с более совершенными телами, чем у них. Они подобны пальмам, румяны, красны. Они не носят ни курток, ни кафтанов. Они строят на берегу реки большие дома из дерева и собираются в них по 10 или 20 человек. И у каждого из них скамья, на которой они сидят, и с ними сидят девушки. Восторг для купцов. Мне удалось увидеть обряд прощения с умершим вождем, и он испугал меня. Погибшего кладут на небольшой корабль, куда складывают его оружие, ценности, а также наложниц. И все вместе сжигают на воде. Наконец, мы добрались до ставки правителя Волжской Булгарии, Алмуша. Хвала Аллаху, что вы смогли добраться. Наше прибытие к Алмушу было в воскресенье, когда прошло 12 ночей месяца Мухаррама 310 года, и было расстояние от Джурджании до его страны 70 дней пути. Благополучие тебе, и воистину я прославляю, обращаясь к тебе, Аллах, кроме которого нет иного Бога. Прошло время. После приезда Ибн Фадлана и объявления ислама официальной религией, пришло время и других перемен. Началось строительство великого города Биляра. Тогда же и была построена первая в наших краях соборная мечеть. Ассаламу алейкум, друзья!
Я возвращаюсь на родину. Годы спустя рукопись Ибн Фадлана найдут в библиотеке иранского города Мешхед. И так мы узнали историю посольства багдадского халифа в Волжскую Булгарию в 922 году. Так мы и узнали историю появления первой мечети в Поволжье. А совсем скоро и у нас в Казани появится своя собственная соборная мечеть.